Жила когда-то в дремучем лесу старая мудрая ель. Звали ее Мудор-Кыз, мать леса. Говорят, с нее начинался лес, а может быть и сама земля. Ель подпирала небо, чтобы оно не упало на землю. Солнце отдыхало на ее ветвях. Из-под ее корней нарождался робкий родник, чтобы потом превратиться в могучую белую каму. Издалека приходили люди, чтобы поклониться Мудор-Кыз. Но однажды мачеха солнца, злая молния, страшным огнем опалила ель. Мудор-Кыз умерла, но пришел человек и оживил ее. Он сделал из нее гусли, крещ, и вложил в него свою человеческую душу. Так у людей появился Буджим-Крещ. Когда он звучал, солнце приближалось к земле, чтобы послушать. Когда же пели Инву-Чангур, мелодию небесной росы, небо плакало дождем. Удмуртский крещ – родственник других струнных щипковых инструментов, таких как русские гусли или карельский кантеля. В переводе с удмуртского языка слово «крещ» означает «песня», «напев». С древности он имел культовое значение в язычестве. Удмуртский народ верил в связь звучания креща с высшими силами. Было два инструмента крещ различных. С внутренними струнами был Баджим-Крещ. У него внешних струн было больше, где-то 20 или больше струн внешних, и еще внутренние резонансные струны. Его звучание было великолепно, и такой инструмент, естественно, был очень дорогим. И его не могли использовать в каждом доме, даже не могли использовать, наверное, в каждой деревне. Это был обрядовый шаманский инструмент. Его применяли в молениях. Он хранился в Куале, это молельный дом удмуртов. Такой инструмент, на нем не разрешалось играть женщинам, но я думаю, на нем только шаманы играли, или специальный человек, который, музыкант, то есть именно один человек. А еще бытовали крещ, который хранился дома. Он был меньше, у него было 12-15 струн, внутренних струн не было, но он был проще, он был дешевле значительно, я так считаю. И на нем играли на гуляниях, на праздниках. Но в основном еще на праздниках другие инструменты участвовали, такие как, допустим, кубыс. У кого что было, допустим. Инструмент же сам по себе, музыкальный инструмент, еще и в те времена удовольствие не из дешевых. Не каждая семья себе могла, даже не каждая деревня могла себе позволить музыкальный инструмент. Музыкальные мастера, которые грамотно делали, тоже были редкостью. А если кто-то сделал так наобум, играли на этом инструменте тоже. Услышав мелодию креща хотя бы раз, невозможно не влюбиться в этот напевный тембр, в его глубину. Закрыв глаза, представляешь бесконечные просторы нашей Родины. Леса и поля, многочисленные родники, трели птиц в рощах. Атмосфера погружения настолько велика, что, открыв глаза, чувствуешь прилив сил. Взгляд на окружающую действительность меняется. И, возможно, поэтому в молениях использовался Буджим-Крещ, великие гусли. Еще в старину люди наделяли пораженное молнией дерево сверхъестественными свойствами. Делали из них амулеты, также были известны и резонансные свойства такой древесины. Дека, у креща, да и у гуслей, практически любого музыкального инструмента должна состоять из ели, из резонансной ели именно. Из просушенной хорошо, тонкослойной и радиального распила. То есть слои у нас вот так идут. И эта ель, она имеет хорошее звучание, резонансно так и называется, резонирует. Так вот, если молния попадет в дерево умрет, оно на корню высохнет без трещин уже получается. Его, если вовремя срубить, заготовить, и можно сделать такие дощечки хорошие для деки. Из ели делают музыкальные инструменты. Конечно же, если делать корпус из ели,
Это будет совсем другая история. Корпус лучше делать из твердолиственных пород, таких как клен, береза, может, в данном случае у меня вязовый. Вот сейчас инструмент в работе, очень сложно работать с вязом. Тогда звук будет лучше, но если делать из ели корпус, будет звук немножечко другой, тоже своеобразный. Ну вот я, например, гну обечайки. Ель, может, тоже можно гнуть. Я не пробовал, но вот я уверен, загибаться хуже, чем лиственные породы. Вот. По поводу материалов тоже можно много чего говорить. Вот я про деку сказал. Дека, вот эта верхняя часть у крежа, то, что она из ели должна быть. Корпус уже тоже сказал, из твердолиственных пород. Тут обечаечки, контр-обечаечки. Это я из липы сделал, чтобы их было удобнее обрабатывать. Они нужны, чтобы корпус был немножечко крепче. И тут струнодержатели еще. Вот он так стоит. Это тоже можно сделать вот в данном случае из вяза. Можно сделать из дуба. Лучше из дуба. Черного дерева у нас, к сожалению, в Удмуртии не растет. Было вообще замечательно. Из бука, но он тоже не растет. Можно из клена, тяжело найти. Ну, в общем, я делаю из тех материалов, которые у нас можно в Удмуртии легко найти, потому что этот музыкальный инструмент у нас национальный и должен, наверное, изготавливаться из местных пород древесины. Традиционно крежи изготавливались кустарным способом. Обычно мастер, делавший инструмент, играл и сам. В Волжском районе крежи не сохранились, и Сергею Вихареву пришлось с миру по ниточке собирать материал. Ну, во-первых, когда я начинал работать, у меня перед глазами был креж других мастеров, которые в данный момент делали эти инструменты. Я не знаю, откуда они эту форму взяли, может, сами придумали. Мне немножечко не понравилось. Сама форма, сама технология изготовления, я посчитал, что там какие-то ошибки есть. Поэтому стал проводить исследовательскую работу, искать информацию о креже, какие-то фотографии в музеях смотрел сохранившихся экземпляров, и я увидел то, что раньше делали совсем по-другому. Книжку даже нашел, книжка немецкого исследователя Макса Буха. Макс Бух был такой исследователь, он ходил по Удмуртии и описывал быт удмуртов. Этнографическое исследование удмуртов, так и называется книга на немецком языке. Нашел там изображение крежа, нашел его описание. Такое, ну, человек не понимал, как музыкальные инструменты делаются, но описал как мог. И по этому описанию уже взял за основу форму саму, вот, обечайки гнутые. Вот именно такая форма у него изображена. И уже привнес какие-то свои элементы, которые я посчитал будут правильны для музыкального инструмента, для улучшения его качеств. Но это я их не сам тоже придумал, а взял с других инструментов, которые тоже гусли, с марийских, чувашских, там, с татарских, с ранешних моделей крежа. Взял, вот, допустим, вот эту колковую доску для укрепления вот этого крыла, потому что здесь за ней ничего нет. Привнес свои элементы, и у меня получился свой вот такой инструмент креж. В принципе, неплохой по своим характеристикам. В Волжском районе изготовлением крежа славились мастера из деревень Липинер и Ключи, ныне исчезнувших с карты Удмуртии. Был такой мастер и в Малиновке, тоже некогда исчезнувшей деревне, но снова возрожденной. Исчезали деревни, уходили мастера, и вместе с ними начали забываться и технологии изготовления крежа. Все реже стал звучать и сам креж. В Удмуртии креж снова зазвучал в 70-е годы прошлого века. Во Волжье возрождение крежа началось с открытием фольклорного отделения в школе искусств. Первые инструменты закупились у Кунгурова Сергея Николаевича. Вот он изготовлял в своей мастерской эти инструменты, еще такие вот они больше как на самобытные такие походят. Да, сейчас у нас уже современные, у Сергея Александровича Вихарева уже тоже развивается же все эта индустрия, можно так сказать, да, и уже намного то, что было тогда, уже мы уже более играем хорошо, и инструмент звучит уже так более красиво.
Ну и тогда тоже было все это красиво, все это было так интересно, очень много было желающих, детей очень много желающих поступало к нам на фольклорное отделение и обучались. У нас очень много крестистов выпустилось, крестчи девочек, да, многие вот не забывают это дело, играют, хотя не в музыку ушли. Отрадно, что в последние годы наблюдается пробуждение интереса к народной музыкальной инструментальной культуре, к этнической музыке в целом. Заказы у меня идут в очередь. Заказы я стараюсь исполнять довольно как могу быстрее. Надеюсь, интерес не будет угасать, будет развиваться тут. Нужна еще не только моя работа, а работа самих музыкантов. Как музыканты будут хорошо играть, красиво играть, так будет и красивый инструмент звучать. Если музыкантам нужен будет инструмент с новыми возможностями, тогда от меня будут просить такой инструмент, и я должен буду сделать инструмент с новыми возможностями. Например, нужен будет хроматический строй, сейчас диатонический. Буду думать, как сделать хроматический строй инструмента, чтобы было удобнее играть. Нужны будут какие-то от него акустические параметры лучше. Буду делать лучшие акустические параметры. Это все зависит от тех людей, которые пользуются этим инструментом, играют, пропагандируют тем самым. Надеюсь, интерес не упадет. Мои инструменты в основном по Удмуртии. Есть инструменты у меня по России, в некоторых городах есть. Один инструмент в Швейцарии. Я не знаю его судьбу, что с ним было. Турист купил. Сейчас инструмент готовится уехать на Алтай, один инструмент у меня. Вот. Пока то, что на нашем континенте были запросы из других стран, допустим, в Америку, но пока еще не получилось реализовать. Когда звучит крещ, жизненная суета забывается, мысли приобретают глубинный настрой и приходят в порядок, наступает умиротворение. Крещ завораживает всех без исключения, говорят исполнители, а слушатели отмечают, что он имеет магическую силу. Во время игры шум в зале прекращается, наступает тишина. Так пусть же звучит крещ, наполняя наши души волшебной музыкой и любовью. Соединяет невидимыми нитями все поколения.